Главные события уходящей пятницы, 8 ноября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. ЖД-тарифы на перевозку грузов с 1 декабря хотят проиндексировать. Расскажем, как предлагают изменить цены и коснется ли это пассажирских перевозок. Герои России из Якутии вступили в ряды членов партии «Единая Россия». Партбилеты вручил им руководитель регионального исполкома. Сохраняя историю, строим будущее. Археологи представили результаты раскопок якутского острога в столице. Узнаем подробности. Шахте Денисовская 15 лет. Именно с нее в Нерюнгринском районе развернулась добыча угля подземным способом. Порядка 30 школьников Алданского района приступили к освоению своих первых профессий. Как идет процесс, узнали наши корреспонденты. ЖД-тарифы на перевозку грузов с 1 декабря хотят проиндексировать. Согласно документу, предусматривается индексация тарифов на грузовые перевозки и услуги инфраструктуры при пассажирских перевозках в пригородном сообщении на 13,8%. Индексация тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с учетом изменения платы за использование инфраструктурой ЖД-транспорта на 11,6%. Финансирование некоммерческих организаций из федерального бюджета увеличится в следующем году на 30 миллиардов рублей до 419. Об этом сообщила глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. Она уточнила, что деньги пойдут на молодежные, патриотические организации, развитие волонтерства, образовательные и культурные проекты и работу в информационном поле. В частности, в следующем году увеличат поддержку ветеранских организаций. Например, «Боевое братство» получит в следующем году 331 миллион рублей. Это на 200 миллионов больше, чем в этом году. В программу третьей всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант» войдет тематический блок вопросов об истории спецоперации. Диктант пройдет 18 ноября на всех регионах. Основной площадкой акции станет Центральный академический театр Российской армии. По словам экспертов, такие акции в том числе помогают расширять кругозор участников и повышают мотивацию будущих защитников России к изучению истории своей страны. Героям России Игорю Юргену и Радимиру Максимову вступили в ряды членов партии «Единая Россия». Партийные билеты вручили сегодня на площадке регионального исполкома. Будучи сторонниками партии, герои будут заниматься партийными проектами по патриотическому воспитанию молодежи, помогать участникам и семьям СВО и проводить встречи с коллективами. Я считаю этот выбор достойным, потому что Россия – страна возможностей, и партия позволяет реализовать свой потенциал и возможности, и также потенциал и возможности граждан. Первым делом я, как ответственный в отрасли молодежи, это развитие и воспитание молодежи в нашей республике. Это один из основных приоритетов. Но и также никто не отменял то, что я родом вышел из окопов. Это поддержка своих товарищей именно в зоне специальной военной операции. Шахта Денисовская отмечает юбилей. Ровно 15 лет назад, в ноябре 2009 года, была запущена первая очередь шахты Денисовская. Ее строительство началось в 2003-м, а официальный запуск состоялся спустя 6 лет. С какими показателями шахта подошла к своему 15-летию, расскажут наши коллеги из Нерюнгри. Денисовская считается родоначальницей Колмара. Именно с этой шахты началась масштабная добыча угля подземным способом в Нерюнгринском районе. Денисовская – одна из немногих шахт в России, где уголь добывают уникальным методом камерно-столбовой отработки. Ведение горных работ осуществляется современным проходческо-добычным оборудованием. С 2003 года начало строительство шахты Денисовская. В 2009 ее запустили в эксплуатацию. 6 лет этих строительства были тяжелые, но в результате все равно пришли к определенному итогу, подготовили запасы. И в 2009 году 6 ноября получили акт разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, и 7 числа первый уголь с КСО уже пошел на гора. Лучшим показателем шахты является слаженная работа ее коллектива, который в условиях санкций и полного дефицита импортных запасных частей сумел обеспечить функционирование предприятия и добиться отличных показателей. На праздничном митинге, посвященном юбилею Денисовской, были отмечены благодарностями сотрудники, которые трудятся на шахте более 15 лет. В свою
профессию я пришла в 2008 году. В этом году это уже будет 16 лет, как я здесь работаю. На шахте Денисовской с каждым годом набирает обороты добыча, переработка и отгрузка угольной продукции. И это все благодаря нашим профессионалам, которые работают на шахте. Пришел я сюда, еще УДП было Денисовское. Вот с тех пор мы и трудимся, как говорится. Уже сколько лет. Мы помогаем людям же, шахтерам, и все это же делаем. И варим все, что надо им, и делаем ремонт, и занимаемся. К 15-летию шахта Денисовская подошла с двумя достойными уважения показателями. Выдана на гора 20 миллионов тонн премиального качества угля и в скором времени будет достигнут рубеж в 400 километров проходки горных выработок. На шахте Денисовская в сложных геологических условиях выполняются планы по проходке и добыче. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Порядка 30 школьников Алданского района приступили к освоению своих первых профессий. Именно так «Моя первая профессия» называется региональный проект, направленный на поддержку молодежи. Площадками реализации проекта стали 22 учреждения среднего профобразования Якутии, в числе которых и Алданский политехникум. Как идет процесс обучения, курсанты рассказали нашим коллегам. Какова доля сахарозы в составе киселя? Выяснить это школьникам предстоит посредством рефрактометрии. Методы химического анализа старшеклассники осваивают в лаборатории Алданского политехникума. Практическая задача у ребят сложностей не вызывает. Несложно, все достаточно очень понятно и очень интересно. Профессию старшеклассники осваивают параллельно получению школьного образования. Интерес будущих лаборантов неудивителен. С химией ребята всегда были дружны. Очень внимательные, не опаздывают. Это очень такое качество для лаборантов, чтобы быть ответственным и усидчивым и внимательным. Напомним, в этом году политехникум стал площадкой регионального проекта «Моя первая профессия». В его рамках старшеклассники могут освоить наиболее актуальные и востребованные специальности. Это идет апробация регионального проекта «Моя первая профессия». И особенность заключается в том, что на сегодняшний день мы, став участниками этого проекта, могли привлечь к обучению только ребят из сельской местности. В автомеханической мастерской юноши заняты сборкой двигателей. Полученные навыки и знания, по мнению преподавателей, станут прочной базой для продолжения образования и в перспективе повысят шансы ребят на трудоустройство. Всегда нравилось мне возиться с машинами, с двигателями. В целом что-то новое узнать. Практическое освоение профессии дает молодежи мотивацию к профессиональному становлению и развитию. В свою очередь, в обучении школьников преподаватели выбирают подход с учетом возрастных особенностей аудитории. Конечно, есть свои нюансы. Все-таки школьники пришли с школ. Конечно, базовых знаний не хватает, но ребята стараются. В принципе, у нас получается. Музыкой Артем Тарасов занимается давно, а со сварочным производством только начал знакомство. С выбором дела для освоения десятиклассник не ошибся. Профессия сварщика требует не только специальных знаний, но и творческого подхода. Профессия интересная. То есть много нюансов, так-то кажется, что там сварить, буквально электрод вставить, провел все, а там надо и ампераж, так сказать, высчитывать, и электроды разные. В общем, это целая наука, так сказать. Участниками регионального проекта «Моя первая профессия» стали школьники из поселков Нижний Куранах, Ленинский и Хатыстыр, а также из города Томот. Часть курсантов на период обучения заселилась в общежитие политехникума. Студенческие будни ребятам понравились. Мы еще и предоставили ребятам дополнительную программу так называемых вне учебных активностей на период всего обучения. Нравится очень, потому что находишься вместе с друзьями. Мы побывали в библиотеке, в музее, на катке и в кино. Обучение по выбранным профессиям проходит циклами. Осваивать специальности ребята продолжат в декабре. И уже к Новому году сварщики ручной сварки, слесари 3-го разряда и лаборанты химического анализа получат свидетельство установленного образца. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
В результате реализации проекта «Работающая Якутия» выпускник к 2030 году доля трудоустройства молодежи по специальности должна быть увеличена до 75%. В рамках проекта по инициативе главы региона Айсен Николаева в республике создан первый на Дальнем Востоке молодежный кадровый центр. Для обеспечения первой трудовой занятости выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования по специальности данные будут централизированы в единой цифровой платформе. В Якутске тем временем на постоянной основе проводятся ярмарки трудоустройства для молодых специалистов. Еще до получения диплома студенты старших курсов могут ознакомиться с условиями труда и заработной платой в той или иной организации по их профессиональному профилю и заключить предварительный договор о трудоустройстве. На одной из таких ярмарок побывали и мои коллеги. Для молодого специалиста очень важно знать, что после обучения и получения диплома его знания и умения будут востребованы и будут соответствующим образом оплачены. Для того, чтобы выстроить диалог работодателя и будущего профессионала, в республике проводится ярмарка трудоустройства, которая в первую очередь направлена на помощь студентам, которые на последних курсах обучения уже задумываются о будущем. Мы понимаем, что сейчас рынок соискателя, где молодому специалисту еще у него есть возможность выбрать наиболее перспективную для него работу. И поэтому сегодня на ярмарке наши работодатели будут рекламировать и вовлекать условия трудоустройства именно у них, почему именно их нужно выбрать молодому человеку. Студенты с интересом отнеслись к такой практике, тем более, что в будущем предполагается делать отдельные ярмарки по отраслям. Сельское хозяйство, строительный сектор, финансовый и другие. Не окончив учебу, мы можем уже найти себе работодателя в дальнейшем, у которого сможем спокойно работать. Я пришла посмотреть сегодня, и мне сказали, что в конце ноября, в декабре еще будет такая же ярмарка. Обязательно тоже ее посещу, потому что там будет связано с сельскохозяйственной деятельностью. Хочу себе найти хорошего работодателя в дальнейшем, у которого я смогу дальше развиваться и показывать все свои профессиональные полученные уже навыки во время учебы. Кроме непосредственно вакансий, на ярмарке можно познакомиться с образовательными программами и курсами повышения квалификации и профориентации. Но главное, можно найти себе потенциальное место работы и уверенность в трудоустройстве после окончания учебы. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. В поправках ко второму чтению проекта бюджета на ближайшую трехлетку хотят предусмотреть субсидии фонду кино в размере 7,8 миллиардов на 3 года. Об этом заявила замминистра культуры Жанна Алексеева на заседании комитета. В том числе, по ее словам, эти средства на ежемесячные денежные выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии художеств. Также предполагается выделить и субсидию агентству по управлению и использованию памятников истории культуры на работы по сохранению объектов культурного наследия. Премьера фильма «Легенды вечных снегов» якутского режиссера Алексея Романова состоялась в Беларуси в рамках Дней кино России на полях 30-го международного кинофестиваля «Листопад». Руководитель кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров отмечает, что эта картина поможет лучше передать атмосферу республики. Цитата: «Снималось все на натуре, там практически нет павильонных съемок. Снег настоящий, зима настоящая, условия были очень сложные, актеры мерзли. История основана на рассказе «Маппа» Николая Заболоцкого. Это история любви, где два человека не могут быть вместе», — сказал Егоров. В Музее археологии и этнографии СВФУ открылась уникальная выставка под названием «Якутский острог. Сохраняя историю, строим будущее». Это окно в прошлое, показывающее, как культурное наследие Якутии стало основой для будущего развития региона. С уникальными экспонатами ознакомилась моя коллега Марферина Алексеева. Сенсационная находка 2024 года. Фрагменты берестяных грамот с редким чернильным письмом, обнаруженные в ходе спасательных раскопок на месте строительства нового жилого комплекса. Эти грамоты, сохранившиеся в условиях вечной мерзлоты, открывают перед нами детали социально-экономической жизни, в частности, о сборе ясака и управлении острогом. Подобные документы на бересте встречаются крайне редко. Впервые найдены на Дальнем Востоке. Увидеть оригиналы – редкая и уникальная возможность. Впоследствии грамоты мы заменим высокоточными копиями. Это оригиналы. Оригиналы наиболее хорошие. Поскольку, вы сами чувствуете, очень жарко, свет губителя, поэтому грамоты будут заменены. Но у вас есть уникальная возможность посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 из них.
Эта выставка – результат сотрудничества музея СВФУ и УТУМ+. Причем компания выступила не только как спонсор раскопок на участке строительства, но и как активный участник в сохранении культурного наследия Якутии. Сохраняя историю, строим будущее. Это для нас не пустые слова. Мы действительно, вот, начиная от наших коллег, да, НПО «Северная археология», от их подхода в археологических раскопках, а они действительно очень глубокие. И заканчивая нашими подходами в проектировании, мы ставим себе большие цели и задачи, направленные на решение вопросов, которые связаны с нашими территориальными особенностями. Будем в дальнейшем раскрывать их. Сейчас мы ведем проработку, там будут участвовать научные сотрудники, программисты, архитекторы. Одной из главных задач археологов было нахождение остатков архитектуры якутского острога. Так археологи нашли не только запланированную часть, но и еще 2 постройки, относящиеся к нему. Предварительно датировали их 17 веком. Ученые предположили, что это воеводские подвалы. Интересно, что эти строения слажены из судовых деталей кораблей, на которых прибывали освоители Якутии. Всего на территории было найдено более 2600 экспонатов разных категорий. Раскопки в том числе производили студенты и школьники. Абсолютно уникальными, я считаю, являются находки по фарфору. Фарфор китайский. 3 периода представлено, и сохранность такова, что у нас появилась возможность собрать эти сосуды. Это пиалы и небольшие такие блюдца. Причем это настолько тонкая работа. Вот если керамику, ты чувствуешь ее пористость, она сразу встает на место. А склейка фарфора – это вот буквально на интуитивном уровне. Очень уникальная коллекция чешуек представлена здесь 17 века. Они в очень хорошей сохранности. Важная часть выставки – интерактивные элементы. Это квесты, творческий уголок и мини-опросы, которые вовлекают посетителей и дают возможность поучаствовать в истории. Археологические исследования демонстрируют, что современное строительство и уважение к прошлому могут идти рядом. Выставка будет действовать до конца года в Музее археологии и этнографии СВФУ. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В Якутске стартовал открытый фестиваль, посвященный Международному дню пианистов. Калейдоскоп талантов. Юные музыканты со всей республики представили экспертному жюри конкурсные произведения. Подробнее о нем в следующем сюжете. Концертный зал детской школы искусств номер 2 собрал самых талантливых юных пианистов Якутии. По регламенту участники должны представить 2 номера. Одно произведение якутского композитора и второе на свой выбор. Ребята готовились к фестивалю тщательно и кропотливо. В школах были организованы отборочные конкурсы. К примеру, с Вилюйской школы искусств было отобрано 5 учащихся. И обязательно концертные выступления проходят перед учащимися, перед родителями обязательно. И таким образом испытываем ребенка, да, он показывает свои навыки, выдержку на сцене, и таким образом мы решаем. К выбору композиции подходили особенно трепетно. На сцене пианисты должны быть единым целым с произведением, отмечают музыканты. Фантастический танец Роберта Шумана. Она такая необычная, я не знаю, как это сказать. А северная, она совсем новая, никто ее не слышал, и интересная гармония. Конкурсы для нас – это наше все. На конкурсах дети растут, учатся выступать и учатся, получают навыки вообще публичных выступлений. Сегодня мы приехали с Максимом Бетца. Это мой выпускник, 8 класс фортепианного отделения. Музыка для меня – это искусство, одно из величайших, можно сказать. Оно просто приятно, оно за душу берет. Мне нравится заниматься на фортепиано. Почему я выбрал фортепиано? Фортепиано – это один из главных музыкальных произведений. Оно приятное, красивое, универсальное, я бы даже сказал.
Программа фестиваля очень насыщена, включает в себя научно-творческую конференцию среди учащихся, круглый стол для педагогов, концерт и мастер-классы от приглашенного музыканта. Это не только конкурсные прослушивания для юных пианистов, а сегодня как раз у нас День пианиста, поэтому всех поздравляем. Это и мастер-классы, которые я проведу с юными пианистами. И что для меня очень важно, это, конечно, такая творческая площадка для педагогов, которые приехали из многих районов и улусов республики. То есть это курсы повышения квалификации. Это событие предваряет юбилейное мероприятие детской школы искусств номер 2. В этом году учреждение отмечает свое 80-летие. Учреждение дополнительного образования берет свое начало 40-х годов прошлого столетия и стало первой в республике детской музыкально-хореографической школой «Семилеткой». Школа стала настоящей кузницей музыкальных кадров республики. Власий Сергеев, Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Фэшн-показ в якутском стиле. В столице прошел благотворительный показ мод с участием ведущих дизайнеров и брендов республики. На подиуме наряды представили 200 моделей в возрасте от 4 лет. Главная особенность представления – объединение современного стиля вместе с якутскими традиционными нарядами. Ну а средства, вырученные во время показа, будут направлены на благотворительную деятельность в поддержку детей с ОВЗ и инвалидностью. Наша концепция называется «Дети помогают детям». То есть маленькие модели у нас от возраста 4 лет своим участием помогают именно вырученные средства с покупки билетов мы передаем детям нуждающимся. Да? То есть здесь помогаем ребенку. Наши дети участвуют на большой сцене, и это является очень хорошей практикой для развития. Второе, мы развиваем модную индустрию в Якутии. Это открываем новые имена дизайнеров, именно тех, кто работает с одеждами в якутском современном стиле. То есть мы еще и продвигаем культурный код Саха через моду. Вызов стихии. Якутские моржи провели экстремальные соревнования, где выявили самого быстрого и самого закаленного. За заплывами следил наш корреспондент Тимур Колмогоров. Моржи – одни из животных, которые не боятся ни ледяной воды, ни холодного ветра. Вот и 17 участников соревнования гордо носят их имя. В день проведения соревнований температура воды составила 0 градусов. Это мы проводим второй год. Как мы стали Федерацией зимнего плавания Республики Саха-Якутия, мы второй раз проводим как раз зимнее плавание в проруби. И хотелось бы поблагодарить управление массового спорта Якутска и ледовый северное сияние, которые помогли нам прорубь подготовить. Специально для этого на городском пляже была вырублена прорубь шириной в 6 и длиной в 12,5 метров. Соревнования прошли в дистанциях на 25 и 50 метров. Среди участников были как те, что не один год закаляет свое тело суровыми температурами, так и те, кто недавно присоединился к этой практике. Жанна Архипова – одна из них. Впервые окунулась в прохладную воду в августе. Ощущения, классные, да. Они нарастают по мере охлаждения воды. Сейчас вода максимально холодная, мне кажется. Последний раз я видела температуру 0,8. И чем холоднее вода, тем больше эндорфинов выделяется. Поэтому ощущения очень, очень классные. В общем. После заплыва один из наиболее опытных участников соревнований, Андрей Дмитриев, поделился своими впечатлениями. Ощущения отличные. Всем советую. Я уже занимаюсь третий год. Прям вообще классно восстанавливает. Как говорится, не могу без моржевания, без холодной воды. Якутские моржи закаляются на протяжении всего времени года, несмотря на непогоду или холод. Про них чаще всего говорят: в здоровом теле здоровый дух. Тимур Колмогоров, Иван Саракумов, Якутск. В Якутске выявляют лучшие молодежные команды по футзалу. На паркете Дворца спорта 50 лет Победы стартовал Кубок Министерства спорта. В борьбу за медали традиционного турнира вступили 11 сборных команд районов и учебных заведений. За футзальными баталиями наблюдала и наша съемочная группа.
Борьба началась в предварительной стадии, то есть команды проводят игры группового этапа по круговой системе. В числе первых на паркет вышли команды Чурапчинского района и транспортного техникума. Для обеих команд это первая игра, поэтому на площадке шла бескомпромиссная борьба за первые очки. В итоге победу с минимальным преимуществом в конце игры вырвали чурапчинские футболисты. Соперники готовы, здесь все готовы. 1-0 победили, на последних минутах забили. В нашем районе всегда проводятся вот такие мини-футбол. К этому мы всегда готовимся. И хорошо, что проводят такие мероприятия. У нас в группе 3. Вторая игра будет Медина Ханкаласами. Будем смотреть. Футболисты СВФУ также начали турнир с победы. Они не встретили особого сопротивления в матче с командой Агату, победив со счетом 5-1. Голов было достаточно, но хотелось бы еще больше, чтобы забрать все номинации для нашей команды. СВФУ у нас тренировки проходят каждый день, вклад идет большой для привлечения молодежи. СВФУ дает дорогу, я бы так сказал, к многим соревнованиям. Матчи на вылет начнутся завтра со стадии 1/4 финала. Решающий матч за Кубок Министерства состоится в это воскресенье. Участие в турнире принимают победители и призеры республиканских и всероссийских соревнований, участники игр «Дети Азии» и игроки клуба «Заря». Команды подравнялись все немножко. Сейчас уровень футзала вырос очень сильно в республике. В залы невозможно попасть. И радует, что команд с каждым годом все больше и больше и больше и больше становится. И ребята занимаются спортом и физической культурой. Нигде не слоняются, ничем вредными привычками не занимаются спортом. Так что все хорошо. Движемся в правильном направлении. Кубок Министерства спорта объединяет не только футзалистов. В ближайшие недели в борьбу за кубок вступят волейболисты и баскетболисты. Помимо этого стартовал зимний сезон футбола в Якутске. Продолжается Кубок мэра, а также совсем скоро стартует чемпионат города и республики. Даяна Федорова, Джулстан Накентьев, Якутск. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. А я с вами прощаюсь. До встречи.